Бережно развернем истлевший от времени шелк, извлечем из него мудрую книгу о славных подвигах непобедимого Гессера. Не случайно сказано: «Угор явага уханте володок, ульгурор явага сысын володок». Набирается ума от слова меткого, мудрости от улигера древнего. На огромном пространстве от Байкала до Гималаев, от Амура до Алтайских гор зародилось самобытное эпическое творение – Гессер. Ныне существует 3 основные версии этого эпоса – бурятская, монгольская и тибетская. Бурятский героический эпос состоит из 9 глав, ветвей. Действие первой ветви – истоки людских судеб – происходит на небе, в среде тенгриев, небожителей. Сын верховного тенгри хан Хурмаса Бухэ-Баликте отправляется на землю, чтобы спасти ее от коварных, злобных чудовищ, которые хотят уничтожить всех людей и животных. Силы зла, оборотни, демоны, порой принимающие человеческий облик, враги Гессера. Последующие 8 ветвей и посвящены его борьбе с ними, его подвигам и приключениям, поражениям и победам. В свете дня и в полночной мгле, все живое уничтожая, воцарилась на всей земле язва страшная, моровая. На бескрайнем просторе земном умирали ночью и днем люди, звери, птицы, растения. Наступило время смятения. Когда Гессер уничтожает всех врагов рода человеческого, отец повелевает ему вернуться на небо, но Гессер отказывается. Он навеки полюбил и землю, и людей. Хан Хурмаса разгневался на него, и вместе со своими воинами Гессер был наказан. Они были превращены в немые человекоподобные скалы. Есть в бурятском народе легенда, что и поныне эти изваяния украшают Саянские горы и напоминают людям об их великом заступнике. Уважаемые читатели, приглашаем вас познакомиться с уникальным произведением устного народного творчества, прикоснуться к сокровищнице бурят-монгольского духа эпосу Абэ Гессер.